В устье реки Мёша с февраля по 15 апреля здесь запрещена любая рыбалка, как промысловая, так и любительская. Нарушители инспекторы ищут вот так на снегоходах. Сегодня в рейде с ними и мы. Рейд стартовал от села Рождественно Лаишевского района. В этой части заказника места нерестилища. Территория богата рыбой. Здесь водится судак, сазан, лещ, сом, щука. Есть и краснокнижная стерлядь. Место популярно у рыбаков. Причем ловить предпочитают именно в конце зимы икряную рыбу. Она сейчас легкая добыча. Рыбы готовятся к нересту. Заблаговременно вводится запрет, чтобы она могла спокойно зайти в места нерестилища. Нарушителей становится меньше, потому что проводятся ежедневные рейдовые мероприятия. Людей информируем. В принципе, все уже знают, что данная территория является природным зоологическим заказником. Природный заказник образовали 5 лет назад, чтобы создать благоприятные условия для воспроизводства биоресурсов. Рейды проводят ежедневно, ищут браконьеров из воздуха. Все нарушения фиксируют коптеры. Сегодня, несмотря на плохую видимость, нарушителей долго искать не пришлось. Пока рыбаки ждали улов, сами попались на удочку инспекторов. Добрый день. Добрый день. Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам. Вы находитесь на территории заказника. Просим вас покинуть данное место. Нарушители прячут лица на камеру и отказываются от интервью. Говорят, улова нет, а они просто отдыхают. Улова нет, ничего, так уж сидим, отдыхаем. В ходе мероприятия было обнаружено 2 рыбака, которые занимались любительской рыбалкой. С рыбаками была проведена беседа, им было сделано предупреждение и отпустили их домой. Сегодня рыбаки отделались предупреждением, но за незаконную ловлю в период ограничений предусмотрен штраф до 4000 рублей. За промышленные способы добычи может грозить и уголовное наказание. В прошлом году в республике завели 63 дела за незаконную ловлю. Вероника Гайнудинова, Роман Фенин, ТНВ, Лаишевский район.